Salam Türkmenistan'ın hormatly vatandaşlary, hormatly ildeşler. Bugün hepdäniň 6-njy güni, 2021-nji ýylyň 6-njy noýabry. Men Akmedowa Aýbölek Türkmenistanyň grajdany, Türkmenistanyň Demokratik Halk Hareketiniň admini. Bugün bu ýere ýygnanmagymyzyň sebäbi Türkiýe döwletindäki Tuzly deportasiýon lagerdaky bolup geçen gozulaň hakynda görüň geçirjek bolýas. Şu taýda bu gepleşigimizde DWT Halk Hareketiniň lideri Murat Gurbanow, DWT Halk Hareketiniň adminleri Ahmet we Kaşpirovski biziň bilen. Salam Ahmet ağa, siziň bilen özüňizi tanıştyraýsaňyz ildeşlerimize. Men Ahmet Rahmanov, Türkmenistan vatandaşı. Türkiye'de yaşayan. Birinci gezek 2002'de gittim. Son 2003'te. 2004'ten beri köp wagt berde bolýan Türkmenistandan. Köplenç Türkiye'de yaşayan. Türkmenistan'a gidip geliyordum. Türkmenlerin meselelerini bilen, şu diktatör rejime karşı çıkmamın sebebi de bu. Более сау olun. Ахмед, как вас задержали и почему? Как это все происходило? Расскажите, пожалуйста, нам. Спасибо. То, что можно сказать по-русски, потому что на русском мне свободнее говорить. В общем, проблемы начались еще в 2020 году, в прошлом году. Закончился паспорт. Заканчивался в сентябре. И за 2 месяца до окончания паспорта за 2 месяца до окончания паспорта заканчивается икамет. Ближе, чем на 2 месяца до окончания паспорта икамет не дают. Вот. До этого я работал с рабочей визой, все как положено, платил налоги. И когда начались проблемы с паспортом, в общем, проблемы начались во всем. И, поверьте, таких, как я, граждан Туркменистана очень много. Вот. И тогда я как бы пошел продлевать паспорт, дали только вкладыш. Вкладыш заканчивался в марте, и только до 15 января я мог взять икамет. Но в тот момент туркменистанцам не давали икамет, и, в общем, как бы была эта процедура остановлена. Мне сказали, что мне позвонят. Потом через некоторое время позвонили мне в ноябре, сказали, что чтобы я зашел в миграционную службу. А там мне сказали, когда я пришел, сказали, что прежнюю твою как бы заявку на вид на жительство, на икамет, мы аннулируем, подавай заново. Я подал заново и смог получить рандеву только 29 января. А икамет я мог взять только до 16 января, потому что у меня 16 марта заканчивался паспорт, вкладыш. Вот. И из-за этого, как бы, с этого момента я оставался нелегально, и так как я какое-то время оставался без визы, получается, потом, когда начались выдавать вот эти ставить печати на 1,5 года до конца 2022 года, я пошел и взял эту печать и подал заново документы. И у меня было рандеву 8 сентября 2021 года. Я подошел, мне сказали, что мне надо делать выезд-заезд. Я сказал, хорошо, ну там в кассе окошко принимает. Я сказал, вы возьмите документы, передайте Меймуру, а пусть он уже как бы
результат скажете. Мне надо выезжать, заезжать или просто штраф платить и получать вид на жительство. Вот. И хорошо, они документы приняли, дали мне документ, подтверждающий, что я сдал документы, и сказали, что мне позвонят. После этого я ждал 10 дней. Ждал 10 дней, и 18 числа я пошел узнавать результаты. Меня слышно? Да. Да. Пошел узнавать результаты 18 числа, и работник миграционной службы, ну, вначале так хорошо меня принял, все хорошо разговаривал. Когда он ввел мои данные, TC Kimlik номера, и что-то он начал читать в компьютере. После этого у него моментально меняется и тон разговора, и лицо меняется, вообще обращение со мной меняется, и как-то он себя странно ведет. Я вначале как бы не придал этому значения, но меня напрягло то, что работа, которая делается за 15-20 минут, он тянул это 1,5 часа и постоянно куда-то уходил. Раз 5 ушел, пришел. Я не мог понять, почему. Ну, обычно садятся, делают и как бы отпускают. Вот. И так получилось, я когда зашел к нему, было 11, а обед был в 12:30. Довел до обеда, сказал, ваши дела еще не закончены, подождите еще немного, когда как бы с вами я ваши дела закончу, я вас позову. И, в общем, в обед всех просят выйти, меня попросили остаться. Через некоторое время пришел наряд полиции. И этот работник миграционной службы, который как бы занимался моими делами, он показывает пальцем на меня, вот, говорит, вот он. Полиция ко мне подходит и говорит, ну, представляется, говорит, что вот я должен с ними пройти. Хотя до этого я его спрашивал несколько раз, он говорил, что он занимается именно моей документацией. Получается, что он просто позвал полицию и ждал, пока она приедет. В общем, оттуда нас забирают в медицинский центр, там спрашивают, нет ли проблем со здоровьем, нет ли никаких синяков. Кстати, вот в Турции это соблюдается, да? И, ну, получив подтверждающий ответ, после этого нас забрали в участок полиции в центре Анталии. После чего я позвонил друзьям, я видел, что все активисты об этом узнали, телефон не умолкал, все мне звонили. Кстати, я хочу поблагодарить наших активистов за такую поддержку, моральную, психологическую. И после этого там были определенные процедуры, у меня брали показания. Сначала я объяснил, как получилось, что я в таком положении оказался. Я объяснил, все это рассказал, вот как я только что вам вначале рассказывал, как это получилось. Но потом я понял один момент, что мы не виноваты в том, что мы оказываемся в таком положении. Почему? Потому что мы не виноваты в том, что наше государство не предоставляет нам необходимых документов, не выполняя этим свои прямые обязанности. В любой стране, гражданин любой страны
Вот я не знаю такой страны, которой, как мы, не могли бы получить новый паспорт, когда заканчивается старый. И вот то, что мы в таком положении, более миллион туркмен, у одних старые паспорта, которым не дали новые паспорта, и другие, у которых паспорта заканчиваются, мы все оказываемся в таком положении из-за нашего государства, из-за того, что они не выполняют свои обязанности. И я сказал, что то показание, которое я написал до этого, я подписывать не буду. Вы должны написать новое. И там я написал вот этот текст. Сказал, что из-за того, что наше государство не предоставляет нам необходимые документы, мы оказываемся в нелегальном положении. И поэтому вся ответственность за наше нелегальное положение ложится на наше государство. Я когда это написал, они сказали, ну это какое-то нестандартное такое показание получается. Я сказал, я подпишу только это показание, другого подписывать не буду. Но они в конце концов согласились, я его подписал. После этого меня забрали в депортационный центр в Анталии. Все вещи я оставил друзьям. В общем, приехали в депортационный центр Анталии. Хорошо, Ахмед, До этого, спасибо. кстати, PCR-тест проходили. Да, вы правы, правильно говорите, что наше государство не выполняет свои прямые обязанности, из-за этого страдают наши граждане во всем мире, из-за того, что они не продлевают наши паспорта, не занимаются нашими документами. А еще хотела спросить, что было дальше после задержания, после того, как вас задержали, что там происходило в Анталии? Ахмед? Да, как я уже начал говорить, отвезли в депортационный центр. До этого как бы медицинский центр нас завозили, брали PCR-тест, вот, а потом привезли в депортационный центр Анталии. Он собой представляет такое здание, больше напоминающее общежитие. Там стандартные комнаты на 6 человек. Если привести порядок, то как бы находиться там нормально. С большими окнами, трехразовое питание. Единственный минус – вообще не выпускают на улицу. И так как меня забрали в рубашке и в брюках, лен, они тоненькие, а вечерами бывает холодно. Было холодно, но потом на следующий день дали одеяло. Вот. И я не знал, что меня перевезут в Стамбул. В дальнейшем меня перевезли в Стамбул. Оттуда я потребовал, чтобы передали вещи. Кстати, мои привозили 2 раза вещи, а одежду, необходимые вещи для меня, но их не пропустили. Говорили карантин, ему выходить нельзя, и ничего ему передавать нельзя. Но, несмотря на это, как они говорят, карантин, на следующий день, когда я подписал доверенность на своего адвоката, приезжал нотариус, меня в течение 2-3 часов вывезли оттуда и забрали в Стамбул. Забрали на микроавтобусе еще с одним человеком. Нас в микроавтобусе сопровождало 7 жандармов. Сзади ехал эскорт, и там в этом эскорте тоже находилось 2, 3, может даже 4 человека. Окна были затемнены, я точно не знаю, какое количество, но больше 2 человек, я в этом уверен, потому что свет попадал, я видел. Нас перевезли в Стамбул, в район Тузла и Стамбула,
депортационный центр. Хорошо, Ахмед, спасибо. Endi men sözgө Zevni Muradaga beresim ele. Muradaga tomuşaçylarymyza özüňiz tanıdaýsaňyz, özüňiz arada aýdyp berseňiz. Salam, hormatly vatandaşlar. Men Murat Gurbanov, DVT lideri. Türkmenistanyň Halk Hereketiniň Demokratiýa Watan Türkmenistan ýa-da Türkmenistan Demokratik ýoly halk hereketiniň lideri. Meň arkamda turat, men ýalňyza çykyş etdim. Strelka boýunça men çykyş edip durkam eýen Facebook'a bir goýupdyr. Şul adama men taňarakyn diýen bizim akçylarymyza ýanky Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty, Türkmenistan prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy Türkmenistan demokratiýa siýasaty, Türkmenistan demokratiýa ýollaryny gollayan we opozisiýon güýçleri gollap, Türkmenistan grajdanyny gollap ine şul adam hereket etdi, köp taňarakyn. Şol gepleşikde Ahmediň aktivist bolup tutulany we Ahmediň aktivist hökmüne deportasyon merkezinde, Tuzla'da deportasyon merkezinde bolup şo ýerdäki biziň watandaşlarymyz bilen bolan gowlaryň bardy, şu gepleşikde bir guruluşýar. Men bir soragym bar Ahmede. Ahmed, şo ýerde siz geleniňizde мен русча бераем тороги. Когда вы туда пришли, в депортационный лагерь Тузла, там туркмены были другие? Если они были, они за что там сидели? То есть за что они были задержаны? Не могли бы рассказать о них, пожалуйста? У вас звук не включенный. Извиняюсь. Да, нас привезли туда еще затемно, еще даже, ну, где-то между 5 и 6 утра было. И после этой процедуры где-то час заняло, там потому что ждать приходилось. И когда нас уже отвели в комнату, и в комнате, куда нас отвели, она на 6 человек, и 5 из них были туркмены. Когда я спросил, есть ли другие туркмены, они сказали, большинство в этом отсеке туркмены. Ну, в комнатах там были комнаты, где другие национальности, но опять же находились туркмены. А были комнаты, которые полностью были туркмены. В общем, в нашем отсеке было 80-90 туркмен. И также, кроме нашего отсека, еще было 2 отсека. Başka da yine bizim vatandaşlarımızın soruları bolsa, yine berip bilersiniz. Sağ olun, aýbylyp beriniz. Sağ olun Muradaga. Indiki sözü men DVT admini Kaşpirovska size berýän, sizem ildeşlerimize özüňiz birazrak tanıtsaňyz we şul tema, şul gurrun boýunça näme aýtyp bilersiňiz, öz pikirleriňizi bizem dinläýsek. Söz vereniňiz üçin köp sağ olun. Salamu aleykum vatandaşlar. DVT Halk Hereketiniň admini Kaşpirovski. Meniň aýtjak bolýanym, hormatly vatandaşlar, ine ştaýdyzy tutsalaryň. Ýöne adamda ar namys, insap diýen zat bolmagy gerek. Hem üçin öýünde oturanda da ine islendigimiziň günümüz geçip dur. Emma halkyň hal ýagdaýy diýip biz ayağa galdyk. Öňe çykdyk. Şuňaly risklary alyp otursana, joy süýde etilen jany şaýat, Ahmed aga girip gördi. Risk. Orslar aýtdy, "Nawala sinki" diýip, "Gylýaly nemede galdy?" Ýurda goýberilmek meselesi boýunça elbetde halkyň ýylyň gününi gowlandyrmak üçin, gowy güne getirmek üçin edilip oturan hereketler bolar. Hormatly halkymyz, şu zatlary görüp durup, dymyp, garada serada oturmak uly namartlykdyr. Etmeli. 30 ýyl bundan beteri bolýar. Geçen ýyl bilen bu ýyly deňeşdirseňiz, bu ýyl has erwet. Ondan öňki ýyl bilen geçen ýyl deňeşdirseňiz, geçen ýyl erwet. Ýyldan ýyla erwede gidip otyrys, erwet tarapy. Противоположное направлениеде.
Emma gowluga giden Türkmenistan. Haýsy gaçan açyldy dymmaly biz. Eğer biz özümüze kalsa öz günümüzü görüyoruz. Hülyalı görüyoruz. Yani halk, vatan, o il, yurt deyip şu yola düştük. Hormatly vatandaşlar, goldawymyz gerek. Doğru, ters agitasiya öğretyenler var. Sorak veriyoruz. Türkmenistan'da doların kursu neçe? 3 manat 50 tenge. Svobodny mı desen? Eýem neme edip başlaýlar. Ay ol beýle, o halk aldı, izine getirmedi, yeni nemş etmedi. Onun ýaly agitasiyalara seredip ýöresek, ýene ýöreberýäs. Diňe hereket etmeli. Haýsy gaçan çelle çydamaly. Yurt duruşuna korrupsiyada. Korrupsiya diýdigim mysal üçin, prawany satyn almaly. Mün gowy okap, şablon tawşyr, egzamin tawşyr, tölemesen prawa berilenek. Emma biz özümüze sorak bermemiz gerek. Şu prawany yazıp beren adamyň ertir bir gün ahtygy, çoğlugy ýoly ılgap çyksa, köçe. Şu prawa beren adam hak gitmezmi kadip ilk adam özüne şu sorağı vermeli. Hiç yıl okumadık adama prawa yazıp versem avariya olar, ölüm yitim bolar zat. O zatlar pikir etmeyiz. Ama şu zatları oylanmamız gerek. Şu zatları göz önünde tutup riske girip yani deportasyon lagerinde oturup çıktı Ahmet Rahmanov. Hem için? İl yurt için. İl yurdumuzun goldağı gerek vatandaşlar. Tumuk yöresek görev veriyoruz. Olar indi. Haýsy yurtda var. Yani gürletken karşıdaş tarafımız, asmanımız asuda. Elbette asmanımız asuda. Beýleki döwletlerde de asmanda buludun derine kimический gaz aýlanyp ýörenek. Emma Türkmenistan'da yer üstü, yer astı baylıkları şonça bolup durup halk gece saat 3'te çöreği o çöre durmağı bu maskaraçılık. Haýsy gaçan açyldy dymmaly. Türkmen halk şoň ýaly günde ýaşamalymy? Özüňize sorak berin, özüňize. Biz münasipmi şo güne? Ata-babalarymız her dawan toprak üçin kan döküp o yurt goýup gitdiler bize. Bugünkü gün biz daşary yurtda hizmet edip ýörüz, işläp ýörüz. Indi kul diýsem gaharyňyz geler, kulçuluk diýsem. Emma şoň ýaly baý ýurdumuz bolup biz şu günde ýöremek maskaraçylyk. Haýsy gaçan açyldy dymmaly. Hormatly vatandaşlar. Goldawyňyz gerek. Dymyp otursak oturaberersiz ýene. Ýene 30 ýyl geçer, soň ýene 30 ýyl geçer. Ertir bir gün bala çağalarımızın yüzüne bakmamız gerek. Aytmazlar mı? Ne için siz hareket etmediniz? Siz hareket eden olsanız biz bugünlere düşmezdik deyip şoň ýaly sorak beriljeği görünüp duran zat. Näme diýjek? Näme jogap berjek? Hormatly adamlar. Şo zatlary oýlanalyň, gep uzaldy oturjaklar, gaýrat edin. Goldawyňyz gerek. Goşuluň biziň hareketimize, ana Strelka aksiyasy eglan edildi. Gyrada garap oturmaň. Dinden çıksanım ilden çıkma deyipdirler. İl yurt için hareket etmemiz gerek vatandaşlar. Gayrat edin, sözümü cemledim. Söz vereniniz için sağ olun. Sağ olun Kaşpirovska. Gatı doğru aýdýaňyz, şuň Türkmen halky, Türkmen raýatlary, Türkmen graždanlary dünýäniň bütün günjeginde kösenýärler şu pasport dokument meselelerini. Türkmenistanyň içinde açlyk, keselçilik, bu zatlaryň hiç haýsyny boýuna alanaklar. Şonuň üçin biziň gelejegimiz üçin, biziň çağalarymyz kösenmezligi üçin biz şuň görüşmeli. Köp sağ olun. Musa Gasim şul deportasion lager barada öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz şul prosedura. Assalamu alaikum, sağ olun söz bereniňiz üçin. Mende soragym var Ahmet ağa. Şonu görýäsde Türk hökümet tarapyndan migrasiýa kanunlaryny bozup Ahmet Rahmanowy tutupdyrlar. Onuň spesialny eşalon bilen İstanbul'a eltipdirler. Şol tötenleyim ya şol Türkiýanyň Türkmenistanyň ara gatnaşygy barmy? Spesialny list tarlap ýörüpdirlermi? Nähil görýäňiz şonu? Ya özüňizde bir kemçilik bardymy ya bir başga zat niýetiňiz bilen şol näme migrasiýon gulugyna bardyňyzmy? Ahmet ağa. Ahmet ağa şu wagt wagtynça çykdy aramyzdan. İnternet gitti ötden. Awa. Murad ağa, siz bu barada öz pikiriňizi aýdyp geçäýsäňiz. Ahmet ağa, mende soragym bar. Size soragym bar. Size
Yöretleştirilir mi? Yanlış kökenlen yanlış bir fikir ediniz. Eşitleme, 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 Eşdile. Ses yanılıyor. Ses yanılıyor. Ses yanılıyor. Ahmeda goşulyp bilenok Murada sim şu soru barada öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz, paýlaşaýsaňyz ildeşlerimiz bilen. Men ýanky şol efir alyp barýan kyn görmeseňiz Musa, soragy berseňiz, gaýtalasaňyz. Ahmet Rahmanov deportasyonlu lagere iwermeklik tötenlik mi, yanlış mı ya da yokardan gelen buyrukmuş Türkmenistan'la Türkiye hökümünün arasında dil dövüşüp kanunları bozmaklık ne hil görýän şol? Tötenleyim ya yöretleştirilen buyruk mu ka? Ahmet Rahmanov ve beýlek aktivistler ine tuturly, mysal üçin Abulov, mysal üçin Bayram Alalyýew tuturly. Ine şolaryň hemmesi bir uly spisakda, ýanky 25 tane aktivistleriň spisagyny konsulluk gullugy Türkiýe hökümetine şolar saklamaly, şolar Türkmenistanyň prezidenti gelenine ine protest etjek bolýarlar. Biz Türkiýe bilen gatnaşygymyzy, dostluk gatnaşygyny saklajak, biz şolara protest ederke şol gaýrat edip, ýanky ýygynaň, aýryň, helak edin diýip, ýanky ýüzlenişi boýunça tutulýar. Şu ýerde Türk hökümeti hem kanun bozýar, hem kanun bozmaýar. Onu gönden gün diýip bolanok sebäbi birinji bilen ine Ahmediň dogurdan hem kämilligi bolman soň Türk hökümeti kanuny bozmaýar diýsen bolýar. Ýöne şo wagtda da Ahmed öňünden hat ýazyp, ýanky kämillik uturmaka argy ýazyp, ýagdaýyny düşündirip ýüzlenen soň ine şonu şu zatlary öňüne, ýa gözüňe tutup Türk hökümeti şunu saklaman, düşündiriş geçiren goýup bilýärdi we şol kanuny gaty ýakynak we laýykrakdy. Şonuň üçin biziň aktivistlerimiziň şol 25 adam spisakdaky duran aktivistleriň atlary eýam 30 sany adam hukugyny goraýan gurumlar şo ýere ony eltip şo ýerde Türk hökümetinden Erdogandan şol aktivistleri ellemeler, şol aktivistler öz haklary üçin, adamlaryň haklary üçin görüşýändigini ýanky düşündirip ýüzlendir. Meniň pikirimçe bu tötenleýinden ýürütürleşdirilen, gurulan konsulluk tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan halka garşy syýasaty şonuň üçin şol hakda bolup geçdi. Sag bolun. Ahmet, sizem şol barada öz pikirleriňizi aýdyp geçäýseňiz. Ahmediň interneti kän gowy däl. Şoň üçin biz gurrundaşlygymyzy dowam edelim. Şol Tuzla депортационный merkezde. Минуту. Просто смотрите, я извиняюсь, просто ребята, которые со мной в Тузле находились, они тоже сейчас должны зайти, но, видимо, они не могут с этой программой разобраться, не могут зайти. Надеюсь, они сейчас зайдут, и то есть не только из моих уст мы услышим, как дела обстояли в депортационном центре Тузлы. Я вам сейчас начну рассказывать. Если ребята зайдут, они тоже поддержат мой рассказ. В общем, в депортационный центр Тузлы, когда я попал, я узнал, что много туркмен. И я попал туда 21 утром. И я узнал, что, оказывается, управление депортационного центра Тузлы, а меня слышно же? Да, слышно. Эхо нету? Да, Эхо нету? Нету. Эхо нету, хорошо. Я узнал, что управление депортационного центра Тузлы обещали туркменистанцам, гражданам Туркменистана, до 28 октября 2021 года, то есть до 28
22 октября решить вопрос с их местом нахождения. То есть или же они их отправляют домой, или же выпускают. Это 22 октября. И когда 21 октября пришло, работник управления Тузлы, Меймур, он начал говорить, что, в общем, там не получается, в общем, вопрос еще не решен. И туркмены начали возмущаться, туркменистанцы. Начали возмущаться, бунтовать. Сначала хотели, чтобы каждая комната отдельно подходила и разговаривала с этим работником, который обещал решить вопрос с отправлением домой или же с отпуском, ну, отпустить их из депортационного центра. Потому что и были ребята, которые уже там находились 2 месяца, есть которые больше. Я даже знаю ребят, которые находились почти 6 месяцев. Даже не только в Тузле, не только в Стамбуле. От того, что их долго держали, их отправляли в другие города. Когда там уже не помещалось количество, в другие города. Вот я знаю парней, которые находились после Стамбула в Измире, там, в Бурсе находились, в другие города отправляли. Сейчас всего невозможно перечислить, чтобы не выпускать. И когда он начал приглашать каждую комнату отдельно, народ не успокаивался, требовали, чтобы всех выпустили, и все вместе хотели поговорить. Они побоялись это сделать. В общем, потом этот работник подходил к каждой комнате отдельно и пытался поговорить. Туркменистанцы это не приняли. Они сказали, вы обещали до 22 октября решить вопрос. Вы должны решить. Мы не принимаем никакой отговорки. И, в общем, разговор не получился. 22 октября с утра туркменистанцы объявили голодовку. Голодовку до тех пор, пока не решится вопрос. В ответ на это управление депортационного центра Тузлы, они перестали выпускать на улицу. Кстати, вот здесь товарищ хочет зайти. Это товарищ, который со мной вместе находился. А почему он вышел, не знаю, наверное, опять же, технические какие-то причины. Вот. И когда объявили голодовку, и они в ответ перестали выпускать нас на улицу, а положено после каждого приема пищи 20 минут выход на улицу. С этим выходом люди получают доступ к телефону, к сигаретам, то есть могут покурить. И когда это ограничивается, то есть нас не выпускают на улицу, мы не можем ни позвонить, ни покурить, те, кто курит. И у людей начинается нервный срыв. На тот момент, когда они сделали ограничение к прогулке, то есть перестали выводить на прогулку, начался бунт. Люди начали кричать. Кричали они, вы не имеете права нас удерживать, как положено, вы должны нас выпускать на улицу. Они сказали в ответ то, что если прекратите голодовку, мы вас выпустим на улицу. Они сказали, ну, туркменистанцы, мы начали кричать, мы голодовку не прекращаем, но вы не имеете права нас не выпускать на улицу. И поднялся сильный бунт. В тот момент подтянулись другие жандармы из других отсеков. Бунт не прекратился, он только усилился. Потом подошло управление, сказали, ну, начали кричать, что мы вас никуда не выпустим, хоть будете кричать, хоть возмущаться, мы вас никуда не выпустим. После этого бунты еще сильнее усилились. Тогда они начали говорить,
как мы вас можем выпустить, если вы уже, находясь в комнатах, бунтуете? Мы не знаем, как вы себя поведете, если мы вас выпустим на улицу. Бунты не успокаивались. Тогда они подтянули солдат специального назначения. Это вот со стеклянными щитами. В Турции их называют чевик-кувет. И собирались нас выпускать уже вот как бы приняв все меры к подавлению бунта. Уже с этими щитами хотели нас выпускать. Но потом, видимо, управлению депортационного центра Тузлы пришла мысль в голову позвать лидеров, организаторов этого бунта. И они всех их вывели на улицу и собирались забирать, разговаривать с начальством. Меня сначала не хотели забирать. Не хотели забирать, хотя они знали, что я тоже как бы в этой группе. И когда ребят забирали, ну вот, организаторов бунта, я крикнул, чтобы не разговаривали и обязательно попросили, чтобы меня тоже пригласили. После того, как их забрали, минут через 10 минут через 10 пришли именно за мной, потому что ребята, которые забрали, они потребовали, чтобы Ахмед Рахманов тоже присутствовал. Когда я туда пришел, ребята уже разговаривали, и они сказали, мы должны четко знать, в чем ваши требования. Мы сказали, я от имени группы, я сказал, что мы, находящиеся в депортационном центре Тузла, люди, которые не совершали никакого преступления. Но условия содержания хуже, чем в тюрьме. То есть ограничивать прогулки 1 часом в сутки – это очень мало. Это раз. Во-вторых, вы обещали решить вопрос до 22 числа октября с нашими гражданами, или их отправляете на родину, или же выпускаете. Но вы это слово нарушили и продолжаете держать наших сограждан в депортационном центре в таких условиях. И после чего старший из начальства, старший из жандармов, он сказал, что лично я беру на себя ответственность за данную ситуацию, и я лично вам под свою ответственность даю слово, что до 30 числа нынешнего месяца, то есть октября, решится вопрос с гражданами Туркменистана. Мы вас или отправим домой, или же выпустим на улицу. На что с трудом, но группа все-таки согласилась. Потому что мы там долго очень разговаривали, ну, почти час. Вот. И после этого они попросили, чтобы мы ко всем обратились, чтобы не продолжали бунтовать, а прекратили забастовку. Мы согласились, мы пошли, в общем, подошли к каждой комнате и сказали вот так, лично под свою ответственность, главный дает нам слово, что до 30-го вопрос будет решен. И тогда уже после обеда туркменистанцы решили прекратить голодовку и вернуться в нормальное русло нахождения в депортации. Да, Ахмед, вы же объявили сухую голодовку, да, ни воды, ни еды, вы ничего. Вот сколько дней это продолжалось итого, сколько? Да, когда как бы начальство дало слово, что до 30-го решит их вопрос, у наших сограждан уже не было причины продолжать держать голодовку. Они согласились и прекратили голодовку. Но я продолжил держать сухую голодовку, это без употребления пищи и без употребления
воды или какой-либо жидкости. Вот. И когда меня спросили, почему я это делаю, я сказал, что ограничение наших прав и свобод и издевательство над нашими согражданами не ограничивается депортационным центром. Оно идет дальше. Это издевательство и измывание над своим народом идет от нашего правительства. И я продолжаю держать голодовку в протест к нашему правительству, к тому, что оно делает над своим народом, как оно обращается со своим народом. После этого я перешел в комнату к друзьям, один из основателей этого бунта и голодовки, вот как мы все это делали, там еще были несколько организаторов. Вот я перешел к ним в комнату и находился уже там. И ребята, как бы понимая, что это нелегко, меня всячески поддерживали. Что мне понравилось, у жандармов, они, как бы вот мы бунт не делали, у них были определенные ограничения. Они не переходили эти границы. И когда я держал голодовку, каждый раз, когда ребята с моей комнаты говорили, что один продолжает держать голодовку и не пьет воды, они открывали, как регистрировали акт, что один человек держит голодовку. И каждый раз уговаривали меня начать кушать, начать пить, хотя бы пить. Я отказывался. Ребята меня в этом поддерживали. И уже на третий день, на второй день, это была суббота, сказали, что я потребовал, чтобы меня провели к начальнику, и чтобы я мог с ним поговорить, и он принял все мои заявления. Вот. Они сказали, что начальство будет только в понедельник, и дали слово, что даже если я прекращу голодовку, они меня дадут возможность с ним увидеться и поговорить. Я сказал, нет, пока я не увижусь с начальством и не выскажу свое заявление и в устном виде, и в письменном, я голодовку не прекращу. В воскресенье был третий день, и только на четвертый день, когда начальство пришло, меня к нему... кстати, должны были, чтобы я увиделся с начальством, но там был как бы другой представитель, который занимался этими вопросами. И когда меня туда забрали, я потребовал ручку и бумагу, и в виде заявления написал, что я объявил сухую голодовку с 22 октября, и уже 25 я продолжал голодовку в протест того, что наше государство нарушает все права и свободы наших граждан. И мое заявление было принято, и после этого они попросили меня прекратить голодовку, обещая, что лично будут вести мое досье, и все мои заявления будут учитаны. И в тот момент, в общем, мы долго разговаривали, и меня все-таки уговорили прекратить голодовку на четвертый день. Ну, в чем я очень благодарен ребятам, которые со мной вместе там находились. Каждый раз, когда приходила еда, и они кушали, и они даже извинялись передо мной, что вот так вот получается, что я держу голодовку, а им приходится кушать. Я говорил, что никаких проблем нет,
оказывается, когда ты решил держать голодовку, у тебя даже аппетит уходит, и тебе даже не требуется прием пищи. Первый день ты испытываешь голод, второй день немножко испытываешь голод, на третий день ты уже даже есть не хочешь. А на четвертый день, вот поверьте, я даже с трудом заставил себя выпить воды. Ахмед, там вы говорили, что много наших граждан было в депортационном лагере. Да, Микрофон. много наших граждан было, кстати, и когда было 25 число, я прекратил голодовку, и в тот момент как бы ребята между собой общались и готовили акцию протеста, если не выпустят, то есть не решат вопрос до 30 октября и не выпустят их или на улицу, на волю, или же не отправят домой, то есть не решат их вопрос. Они готовили протест тем, что собирались резать себя и выпускать кровь. И этот протест они хотели так сделать, что собирались все комнаты залить кровью. Я извиняюсь, это может немножко страшно выглядеть, но ребята были настроены решительно. Вот, и Ахмед, siz şol rejime karşı görüşýäňiz. Şol diýerde türkmen raýatlarymyz gatykän diýdiňiz deportasion lagerde, deportasion merkezde. Şol türkmen raýatlary sizi nähille karşı aldy, size nähille отношение, да, вот. Какое к вам отношение было с ихней стороны? вы знаете, туркменистанцы очень дружные, очень друг другу помогали. Например, если у кого-то заканчивались сигареты, помогали сигаретами. Если, например, у кого-то, кому-то хотелось хлеба, а у кого-то он был, друг другу помогали. Даже помогали деньгами, какой-то едой. Например, у кого-то остался завтрак, а кому-то нужно покушать. Все друг другу помогали. И я был очень рад, что туркмены так солидарны и дружески друг с другом общаются. И если, например, какой-то, один туркменистанец делал ошибку, его все дружно успокаивали. Вот. И, кстати, вот в тот момент, когда объявили голодовку, все туркмены друг за другом смотрели комнаты, чтобы какая-то комната не взяла еду. За этим все смотрели. И вот поверьте, не брали. Брали только то количество, сколько в комнате находилось иностранцев. Вот, например, в первой комнате, в которой я находился, там было 5 туркмен, 1 араб, иракский. Брали на одного человека. Например, в другой комнате там 2 пакистанца, 4 туркмена, брали 2 порции еды. То есть все дружно, все соблюдали голодовку. И если бы не было разговора, я уверен, что эта голодовка продолжалась бы несколько дней. Спасибо за ответ. И как вы думаете, вот эта голодовка и бунты вам помогли пораньше выйти, или другие процедуры помогли вам выйти раньше, чем остальные граждане Туркменистана? Я в этом уверен. Эта голодовка и вот этот бунт, забастовка, она помогла, очень помогла, потому что они знали, они поняли, что туркмены настроены решительно, и если не решается вопрос, они дойдут до крайности. И я уверен, они узнали, что какая акция готовится, акция протеста к 30 октября, и я уверен, поэтому они быстро решили вопрос. Во-первых, они уже 27-го распределили всех туркмен в другие отсеки, чтобы не допустить этой акции протеста 30 числа, а уже 28-го, кого не выпустили, распределили по другим городам. И уже из других городов выпустили.
Последних людей выпустили в понедельник. Я не помню, какое число было. Это, кажется, первое было. Выпустили последних уже, кто там находился депортационно. Я не знаю ни одного человека, который там находился, но не выпустили. Всех, кого я знал, всех выпустили. И я считаю, что это результат солидарной забастовки туркменистанцев. Siz diýýäňiz şaýda türkmenler agyp ber edende alıp biljek-ende aljak zadyň dogry dämi? Да, я уверен, что они, увидев вот эту вот дружную, солидарную согласованность туркмен, как в забастовках, в бунтах, также и в голодовке, и они поняли, что вопрос надо решать, иначе по-другому никак. Будут забастовки дойдут до предела. Siz maral taýdan nähili duýduňuz içeride bolan wagtyňyz? Ruhdan düşdüňizmi? Şu ýola çykanyňyza bir gynandyňyzmy? Nähili duygular baştan geçirdiňiz wagtyňyz? Нет, я ничуть не упал духом. Наоборот, я еще раз убедился в дружной поддержке всех активистов. Я, даже находясь внутри, я же все-таки звонил своим, и я слышал, что происходит снаружи, и я видел вот эту солидарную поддержку активистов, как они горой стояли за тех, которых взяли. Я знаю, что кроме меня взяли еще Камиля Кабулова и Байрама Алалыева. И за каждого из нас все активисты дружно боролись. И не допустили бы того, чтобы нам какой-то вред принесли. Я в этом уверен. Даже если бы что-то не получилось, все равно каждый активист, который по-настоящему является активистом, он с самого начала, когда вступил на этот путь, уже знал, что он пойдет до конца, и знал, какие могут быть последствия. Я уверен, что каждый активист настоящий, его ничего не испугает, и он пойдет до конца. Bola sağ olun beren görüşlerimiz üçin. Endi men şaýda radagadan pikirlerini dinläsem, şu merkezinde bolup geçen zatlar barada. Sağ ol Aýbölük, sözleriň üçin seň hormatly watandaşlar. Ahmet biziň adminimiz Tuzla deportasyon merkeze getirildi. Onun sebäbi tutulanyň sebäbi her hil bolup biler. Hemme adamda. Şu gelenler şu ýerde 80-90 oglan bolanyna şuň aktivistligynam olaglan bilen ok, şuň kimdiginden bilen ok, ýöne şular bir muň içinde dostlaşyp, birleşip, agdygyrlaşyp hereketlere girdiler. Türkmen halky galmaz, Türkmen halky yatyp ýör, Türkmen halky beýli, eýli. 30 ýyllap bizi gysyp geldi. Ýöne gysyp gelen adam, ýanky ýöne bir kizjik adamjyk däl. Niýazow. Partiýada tejribesini alan, ýanky korrupsiýanyň öňe çykyp korrupsiýany edip gelýän gapdaryna 3 tane türkmen näl spesialistler, ýokary hili spesialistler. Şular Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň hemme ýanky agdygyrlyklerini, hemme moral taýdan ýanky perimetrlerini, hemme şularyň azatlyklaryny ogurlap, onam ýok edip, intelligensiýany hemme adamlar ýok edip, bizim halkymyzyň ýanky gaty ýyralyk, gaty ýyra akitdiler halkymyzy. Ine dedim, şu deportasyon lagerinde oturan oglanlar, olar bilimli oglanlar däl. Olar bir institut tutup şöyle düşen oglanlar däl. Bazyr aradyna institut turan, bazyr aradyna bilimli ýanky köprä beýlekden ýöne umumanyk görsen 80 oglanlardan 60-70% sada oglanlar. Türkiýe iş üçin gelip işlemän eden oglanlar. Her kimin bir taryhy var, şöyle düşmek taryhy. Ýöne şonda da şunu birleşdiler. Ine haçanlar Türkmenler birleşme diýseniz, ine
türmede birleşenler. İň agyr ýagdaýda birleşenler. Diýmek, Türkmen halky birleşip bilýär. Diýmek, şuňky ýagdaýda Türkmenistanyň adamlary bir-birine inanman soň, ýani gaty dürli ýerlerde bolan soň şular intek üýşenok. Diýmek, bizim şansymyz bar. Diýmek, iksan Türkmen üýşünde diňe bir-biriniň gyýbadyny edenokda birleşip bilýän eken. Ine şunu ham bize görkezdi. Şol ýerdäki hemme olanlara men taýyrakatna aýdam, şu deportasyon lagerinde bolup birleşip Türk hökümetine ve bütün dünya Türkmenin kimdigini görkezenlere men köp taňyrakatna. Biz gowonýar. Ýöne bizim görüşimiz inni başlaýar. Şoň üçin men hemmeňize haýyş edýän. Şu görüş Murat Gurbanyň görüşi ya Ahmediň ya Musaň ya Aýberiň ya Kaşpirovsyň görüşi. Bütün halkymyň. Ay bize şundan pul düşmüyor ya bize näme haýyrmyz bar diýseňiz, onda siz ýalňyş ýaňyzdy. Tintek ýa-ni doğru meçherde özüňizi Türkmenistanyň jemgyýetiniň çileýeni ýa-da Türkmenistanyň halkynyň çileýeni ýa-da Türkmenistanyň grażdany diýip duýanlar. Siz intek migrant. Siz Türkmenistanyň içinde de migrant. Siz Türkmenistanyň içinde öz watanyňyzda däl, siz öz watanyňyň daşyndaky daşyrt adam ýaly. Indi bolly biz Türkmenistanyň grażdany. Her bir santimetr toprağı üçin biz ölüyoruz. Uruş gidip dur hada. Bandit Berdimuhammedow hökümet bilen halkyň arasynda uruş gidip dur. Indi şu gerek turmasa biz turulmaýar. Sebebi aktivistler hem her gerek galanok. Şu 30 ýylda ine hada galyp başlady. Türkmen halkyna ýüzlenýän hormatly watandaşlar. Birleşip bolanok, Türkmen halky birleşenok, ol ýalan bolýar. Hemme adam bolýar, birleşip bolýar. Köşküňe hemme üç barman bolýar. Biz islemde okşany. Biz şonu islemeli. Behtirini daşyna iş migrant bolup ýörmek. Çağlarymyň ýanyna bolman, öz enatalymyň ýanyna bolman, ölüni geçenlere sadaka berip bilmän, daşyna gelip ýörek bir ýetim adam ýaly behtirini. Indi biz öýe durulmaly hemme. Biz agly bir bolmaly, Türkmenistany östürmeli. Türkmenistan dünýäde açyk döwlet bolmaly. 30 ýyllap şunu ýapyk takladylar, türmeli, indi bestir etmeli şunu. Türkmenistany açmaly. Türkmenistany açmak üçin her bir adam ötküzüç hereket etmeli. Ine DVT Topori Strelka aksiýasyny başlady. Gollan, ine bir test edýär. Türkmenistanyň içinde daşyna kim özgörüşliklere taýar, kim öz bakly durmuşyny almana taýar, kim şu diktatora yüzünü seyredip sen haram ol diýmäne taýar adamlar biz görürsüňiz gelýär. Goşunyň bide gollan şunu aksany. Sag bolun Aýberim. Sag bolun Murat Gurbanow. Indi Musa Gasynyň pikirleriňizi dinläsek, şu bolup geçen wakalar boýunça deportasyon lagerdaky türkmen grażdanlarymyzyň başyna geçen wakalar boýunça. Ahmed Aganyň misaly Türkmenistana sapak bolmaly. Eger istek bar bolsa 3 gün içinde ýagdaý ütkedip bolýar we öz haklaryny talap edip alyp bolýar. Men gaty begenýän Ahmed Aga şeýle we Türkmenistanyň raýatlary agyr şertde birleşip özüniň isleglerini, talaplaryny aýdyp haklaryny gazanmak gaty begendirýär meni. Sag bolun. Sag bolun Musa. Kaşpirovska, siz hem öz pikirleriňizi aýdyp geçäsiňiz. Menin Ahmed Aga soragym bar. Ahmed Aga, ine siz tutuldyňyz Bayram Alalyýew, belek watandaşymyz tutuldy. Şol döwür bir gurrun çykdy. Türkmenistanyň konsulluk işgärleri İstanbuldaky ýörite iş sapar bilen deportasyon lagere, şu deport edilen merkeze barjakmyşlar diýip, siz çykyp gaýdanyňyzdan soň tanış bilişleriňiz bilen habarlaşyp, zat edip şo barada maglumat berip biljekmisiniz? Eger baran olsa, nähili derejede gurrundeşlik geçdi. Eger barmadyk ýagdaýynda da näme sebäpden barman bildilerke? Siziň pikiriňizi bilmek isleýän şu meselede. Men çıkan soňam içerideki oğlanlar bilen habarlaşýardy. Olaram bilýärdi o habary, geljegini. Ýöne ol gelmezden öň
konsolos gelmeli günü o günden emmesini başka yerlere geçirdiler. Şunun için hiç kim konsulam görmedi, şu konsolostan gelen delegasyonam görmedi. Benim tanışlarımdan. По крайней merə bizim Atsek'te olanlar. Yine eşitdiler gelmeli. Şu konsolostan bir delegasiya, bir представитель geleceğini bilirdiler. Yine gören adam olmadı. Mümkün şöyle sorabilecek. Sonra ne için Türkmenler 6 aylap saklanıyor? Ne mi cinayet iş edip ya başkalar bilen saklanıyor? Ya dünya şu migrasyon kanunlarını bozmak bilen. Şu 6 ay yakın 5 yarım ay saklanman oğlan bilen görüştüm. Ben o yerde kendim olmadığım için kendi kişiler bilen tanışmadım. Yine tanıştıklarım bana biri 5 yarım ay 5 ay 20 günden ken bolya düşerdi. Çıkança 6 ayım bolandır. Şol просто kimlik kontrol köşede tutuldu. Vizası yok. Atıldı içeriye. Köp sırşınyalı. Sol içindeki yatkan sende narkoman Yalan. Köpüsü normal işleyen oğlanlar, normal işleyen adamlar, yaşlılar var. Köpüsü şu kimlik kontrol bilen, kimlik kontrol derken проверка документов. Şon bilen tutuluyor, içeri atılıyor. Şondan sonra koy verilen o. Şol adamların şonça saklanmasına ben hayran. Son şuna aksiyalar edildi mi? Bir hepte geçip geçmen emmesi koy verildi. Şona açak olan Türkmenler bana yatan malı im yok derler ha. Seyredin. Bizler sesimizi çıkarmasak bizleri zulümden çıkarmazlar. Bana yat yurda, özüm deportasyonlu centerda türme hasap ediler. Şertleri türmeden en beter. Adamlar ayağa kalıp başladılar. Adamların şertleri yerine getirildi. Başka yurtta öz şertlerini talep edip bildiler. Yerine getirmesini kazanıp bildiler. Bizler Türkmenistan'da şu taleplarımızı edip bilemiz o. Hakikaten bu bizim yurdumuzun iyisi değil bu prezident diyen, özüne prezident diyen adam. Şol diktatör. Halk yurdumuzun iyisi. Şunu düşünmeli. Ayağa kalıp bizler öz hakkımızı talep etmeli. Prezident, özüne prezident diyen adam öz işini edip bilmeyen olsa gitmeli. Şu yere edip bilen adam durmalı. Halkını govu yaşadıp bilecek adam durmalı. O bizlerin elimizde. Hemmemiz şunu düşündüğümüz bizlerin durmuşumuz ülke. Dine şonda. Şonu açacaktım. Sağ olun Ahmet ağa, beren görüşleriniz için mikrofonunuzu yapaysanız. Спасибо. Gelen adminlere Murat Kurbanov size de köp sağ olsun aydan. Şunun bilen gepleşimiz jemläýelim bugünlükçe. Türkmen halkına izgünesimiz birleşelim, bir bolalım. Türkmen halkı bir bolsa alıp bilmejek galasy yoktur. Bizim chat aktivisti var. Şoňa girin, Telegramda chatımız vardır. Biz siz garşalarız, maslahatlar ederiz, kurumlar geçireriz. Strelka aksiyamızam goldan. Köp sağ olsun aytan size. Hemmeňize köp sağ olun. Sağ olun, hormatly vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar. Benim köp sağ olsun diyecek. Şol Ahmet Rahmanov belki o aktivist olanları çıkarmakta köp işler yerine getiren Murat Kurbanov, Aklı Separağa ve belki aktivistlere koşan için köp sağ olun. Benim öz gezeyimde bütün aktivistlere ulu sağ olsun aytmak isteyen bizlerin
biri-birimiz goldayanımızı gördüm hakikattan. Düşündüm. Her birimiz, her aktivist için görüşmeli. Dine diktatora karşı değil, eğer bizden aktivistlere hücum edilende de her aktivistimizi korumalı. Şonda aktivistler hiç sattan kaytmaz. Sonuna çeli gider bu görüşte. Onsuz am gider. Yine birbirimizi goldadık mı hiç sat önümüzde durup bilmez. Sonra şu Tuzla'daki bütün dostlarıma, bütün şehirdeki vatandaşları yüzlenmek isteyen, siz doğrudan Türkmenlere, mana men şayet, şehirde bolan Türkmenistanların hemmesi şayet, Türkmenlerin bir yere birleşip bir zat etçek bolanda, şol hükman netice barayandığını yani öz gözüm bilen subutlandım, gördüm, inandım. Sağ olun.